Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Добрый вечер, доброй ночи уже. Так, скажите, как меня слышно и как меня... 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 Так, теперь эхо нет, я так понимаю, да? Так, Так, Машуаль, Аслан, Адам, Аслан, ты где? Я тут. Как меня слышно, скажите? Слышно и видно, несущий мир. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Николай Панченко, здравствуйте, здравствуйте, Николай. Джахар, приветствую. Нохчу Барга, салам алейкум салам, Нохчу Барг. Максик, Аслам, привет, привет, Максик. Так, всех приветствую, всем рад. Хорошо, что вы смотрите, хорошо, что вам не безразлично. Дякую, как говорят наши друзья. Да, guten Abend, mein Freund, guten Abend. Дигду, Нохчу Барг, да, алейкум салам, Чувольф. Всех рад. Сегодня мы обсудим несколько тем. Основная тема сегодняшнего нашего стрима будет, конечно же, подлое, жестокое, вероломное убийство Имрана Алиева, блогера, человека небезразличного к судьбе чеченского народа. Так, вот здесь какой-то мудозвон, не побоюсь этого слова, под моим ником. Пишет вот этого мудозвона, так, он заблокирован. Извиняюсь за мой французский. Тут меня обвиняют в разных там работах. На разные, вернее, на российские спецслужбы. Так. Унцацал С. Ассалам алейкум. Хоми телефон чухаусар пой. Ва алейкум салам унцацал С. Машуоль. Так. Так, давайте пару минут подождем и приступим к нашему стриму. Ичкерия Лайф напоминает, делитесь видео и подписывайтесь на реалити. Нохчу, Аслам, прости ради Аллаха старого свою сторону слов, он был достойным сыном своего народа. Дель шидуа, соqinti валлатсун, дель шидуа, Аллах, Аллах, и валли, я его прощаю не после смерти, я его до смерти, я его прощал, простил, и у меня никаких вопросов к нему не было. Я с ним лично был знаком, и я вам расскажу сегодня очень подробно про то, как его заказали еще в прошлом году, как его убили. В этом году я общался с его женой, сыном, с другими людьми. Непосредственно общался с людьми, которые знакомы с киллером. Кто такой киллер, чем он занимается, чем он дышит. Я по мере возможности все вам буду рассказывать. Сегодня будет такой у нас стрим. Сегодня мы поговорим об этом. Нохчу, Аллах рейс, хулям аслам. Массана хулюан, Аллах рейс. Одну минутку.
Так, извиняюсь. Джейсон Стэтхэм. Аслан, как ты относишься к русским? Как и ко всем национальностям, хорошо отношусь. Я плохо отношусь к фашистам, в том числе к русскому проявлению фашизма, русизму, как его называл Джохар Дудаев. А национальности не имеет никакого отношения. А если касается наших граждан, которые проживают в нашей стране, в Чеченской Республике Ичкерия, то так это родные люди. Салам, Виктор. Салам. Пиратус Карибик. Карибик. Ассаламу алейкум. Так, давайте тогда начнем с того, что предшествовало вот этому убийству Имрана Мансура Старого. По блогерской его деятельности его знали именно как Мансура Старого. В прошлом году со мной связался один человек. Этот человек мне рассказал ситуацию, в которую он попал, и ему было велено, в начале, как он мне сообщил об этом, ему было велено убить Минкаила Мализаева, ну, скажем так, не убить, по-чеченски была речь, заткнуть, ну, по-другому это не воспринималось. Ни им, ни теми, кто ему это говорил, ни мной, который мне это рассказал. Ему сказали убить Минкаила Мализаева, заткнуть Минкаила Мализаева и Имрана Алиева, Мансур Старый. Также ему сказали, сперва как бы речь была о том, чтобы тоже заткнуть, но потом по ходу нашего общения, по ходу разбирательства и погружения меня в эту ситуацию, я узнал, что Абдурахманов тоже в этом списке. Но позже я выяснил, что этот блогер, хотя нужно было тогда заткнуть всех блогеров, я тогда блогерской деятельностью не занимался, когда ко мне вышел на связь, нужно было вот этих 3 блогеров заткнуть. Потом, дальше, когда я погрузился в эту тему, начал разбираться в этом во всем, про Абдурахманова сказали просто узнать его адрес, его ликвидировать не нужно было. Это то, что мне говорил человек. Но в этом списке оказался и я, хотя мне этот человек вначале про себя не говорил. Не говорил. В итоге, через какое-то время продолжилось наше общение, работа. Я сразу же предупредил всех 3 человек. Через Минкаила Мализаева я предупредил Имрана Алиева. Я как раз занимался тогда делом Минкаила Мализаева. И Минкаилу я сказал передать Имрану Алиеву, что он сделал. Точно так же я передал Абдурахманову тот же разговор, который я получил. Но дело сейчас, конечно, идет следствие. Сейчас, конечно же, будут выявлены просчеты. Но этим занималась уже Мансуром, Мансур Старый, который Имран Алиев, который проживает в Бельгии. Этим делом занималась бельгийская полиция. Бельгийскую полицию также уведомили.
как уведомили и польскую. Именно для этого мне нужно было знать, хотя я знал, что Абдурахман находится в Варшаве, как я понял. И для того, чтобы полицию, мне не нужен был адрес этого засланца, мне нужно было свести их полицию и немецкую полицию. Мне достаточно было точно знать, какой город, да, или чтобы полиция могла напрямую предупредить тамошнюю полицию, что тут ведется уже, в Германии ведется по заказу тройного убийства. Потом выяснилось, что оно было двойное. А потом выяснилось, что уже я в этом списке, и оно опять тройное. Ну, в этот список также, я уверен, были еще другие люди, но я об этом пока не знаю. Мансур Старый был человеком очень порядочным, очень наивным, очень доверчивым. И вот вы узнаете, почему он был таким наивным и почему таким, с чего я сделал такой вывод. Мансур, хоть и по Ютубе был очень груб, иногда говорил очень грубые вещи, там мог что-то сказать, но Мансур употреблял психотропные препараты, он состоял на учете у психиатра, и если он не употреблял эти препараты, ему было очень тяжело и больно. И те препараты, которые он употреблял, они были очень сильного действия. Так вот, во время его стримов к нему на связь вышел человек, который представился, как обычно это делается, каким-то супер арабским каким-то именем, там Сайфулла, там какой-то Ибн Махмуд, там не помню, как он представился. Но факт остается фактом, то, что он втерся в доверие, и Мансур ему поверил. Мансур поверил бы любому. Этот человек рассказал, что он болен, что у него рак желудка, что ему осталось немного. И Мансур его пригласил к себе. Он приехал, пожил около недели у Мансура дома. Мансур его поил, кормил, заботился о нем, как о дорогом госте. Но Минкаил Мализаева, он не смог добраться до Минкаила Мализаева, потому что Минкаил Мализаев уже как-то себе запускал журналистов ЧГТРК Грозный, и имел уже опыт общения с этой публикой. После того, как он прожил у него неделю, вот этот парень, сейчас, Мамадиев Усман Султанович, обратился к одному товарищу и предложил ему первоначально, все это время, стоит отметить, все это время Мамадиев Усман Султанович все это время также употреблял сильнодействующие препараты, так как у него, по легенде, у него был рак. Ему нужно было постоянно употреблять психотропные препараты, обезболивающие препараты. Этот Осман попросил молодого человека, друга, купить. Сперва он его запугал. Он ему сперва рассказал, что он пришел вот с таким заданием, и что он должен убить Мансура Старого. Это просто о том уровень
подготовки и вообще уровень человека, который совершает такое преступление. Да? Абсолютно безбашенно, абсолютно непрофессионально, не думая вообще о завтрашнем дне. И вот этот Усман попросил товарища одного, которого он припугнул, сказал, в случае чего я буду твоих родственников там как-то преследовать и так далее, которые находятся в Чечне. И сказал ему купить цианид, яд. Для этого он ему заплатил деньги и сказал купить. Но этот парень, конечно же, сообщил об этом сыну Имрана Алиева, Мансуру Старому. Они вместе купили муку, положили эту муку в мешочек и отдали вот этому Усману, гостю, отдали этот мешочек. И одновременно с этим сын Имрана Алиева, Мансура Старого, вызвал полицию. Приехала полиция, всю историю рассказали, и Мамадиева Усмана Султановича забрали в полицию. Мансура Старого в это время не было. После этого, когда Мансур пришел, узнал об этом, он пошел за ним в полицию пешком ночью, это было воскресенье, позапрошлое, да, уже получается. Пошел в полицию, написал заявление, что претензий не имеет к этому человеку, взял этого человека и ночью привел его к себе обратно в дом. Тот, видимо, или был простужен, или что-то у него было, недомогание было у этого Мамадиева Усмана Султановича. И Мансур сходил в аптеку, купил ему лекарства и ухаживал за ним, и выхаживал его. А своего сына Мансур Старый заставил извиниться перед этим человеком за то, что он его так оболгал. Ну, так на него вот сказал такое, что он хотел убить Мансура Старого. Так как Мансур сказал, что он не может чеченцу, который у него в гостях, отдать в полицию, чтобы его полиция там держала. Поэтому пошел за ним, вернулся и заставил своего сына извиниться перед этим человеком, что он его там оболгал якобы. Через 2 дня этот человек пролежал дома у Мансура, в зале, накрывшись одеялом. Через 2 дня ему стало получше, и они решили выйти. Когда они вышли, с ними пошел старший сын Мансура Старого, и вместе они сели на автобус и поехали по своим делам. Далее они доехали до Франции. Во Франции вот этот Мамадиев Усман предложил купить лекарства сильнодействующие, так как ему было очень плохо, якобы. Они купили в аптеке вот эти сильнодействующие препараты еще, и он стал уговаривать Мансура еще употребить эти лекарства. А сына он попросил, сказал, я присмотрю за твоим отцом, ты можешь отлучиться, сходить к своим друзьям, у тебя где-то тут рядом есть друзья, ходи к ним. Сын ушел, после этого Мансура больше не видели. Мансура обнаружили в отеле, убитым. Через 2 дня полиция вызвала жену и сына на опознание тела. К тому времени тело Мансура больше суток уже пролежало в отеле номера, и убийца успел к тому времени уже скрыться. Вот история, которая произошла с Мансуром Старым. Дал гештуэльцун, дал де алуэле, дал азву тяуэле.
Что можно сказать по этому поводу? Очередное дно русскими террористами пробито. Даже если бы Мансур Имран Алиев, да, мы будем называть его настоящее имя, даже если Имран Алиев убил бы человека, и по нашим чеченским законам, и по международному праву, человек, который психически нездоров, освобождается от ответственности, даже если бы он убил человека. Тут нам рассказывают, что Имрана убили из-за того, что он там оскорбил Кадырова и так далее, и так далее. Это хорошая отмазка, все как обычно вешать на вешалку в виде Кадырова, да, все убийства. Но на самом деле Имран Алиев вел антироссийскую линию, антифашистскую линию. И именно из-за этого он был убит. Также под опасностью находится Минкаил Мализаев, который также в случае возможности будет ими убит. Это очень подлое, очень жестокое убийство. Убить человека, который пришел, да, дно пробили россияне, дно пробили русские. Но человек, который был в гостях у Мансура, очень хорошо знал чеченский этикет. И он прекрасно знал, что вот так запустить, и вот так его пустить человека в дом, и после этого подло есть то, что готовит его жена, разговаривать с его детьми, жить у него дома, а потом убить, это очень-очень прискорбно. Мы вот на таком сегодняшнем положении находимся. Но, как говорится, чем ниже дно, тем быстрее мы сможем оттолкнуться от этого дна и начать всплытие до Алмула. Я буду отвечать на ваши вопросы, с удовольствием задавайте вопросы. Да, Рубат, его убил не чеченец, правильно, а чеченоговорящий. Чеченоговорящий. Это чеченоговорящий прикидывается, у него есть ВКонтакте страница, где он якобы занимается там железными коваными изделиями, там, ворота, заборы, там, ограждения. На самом деле человек является штатным сотрудником российских служб. И их обучают для этого. Каждый день нам по телевизору показывали. Каждый день нам показывали, как они учатся, как они тренируются. И их нам не показывали, как их учат военных, да, учат вести там какую-то войну, планирование каких-то атак. Их обучали стрелять, спрятаться, именно вот ликвидация людей. Защита, как телохранители, и также и уничтожение людей. Вот их для этого обучали. По этому поводу, конечно, мы должны провести большую акцию. Мы должны каждый в своей стране, провести перед российским банк-притоном митинги и должны обозначить, как это было в случае с убийством Зелимхана Хангашвили, обозначить убийц. А убийцы — это Россия и путинский, вот этот фашистский режим. Давайте я чуть-чуть отвечу на ваши вопросы, и мы потом еще обсудим. Так. Ичкерия Лайв, ставим лайки. ЦЛС, добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных и соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки и делитесь видео.
Рубайте Митяев, объяви о протесте. Да, я объявляю на 7 февраля, то есть в пятницу. Дополнительно я сегодня же выложу у себя и на канале, в разделе сообщества, и в Фейсбуке, и в Инстаграм. Я выложу точное время, как я смогу. И предлагаю всем, каждый в своей стране, кто живет в Франции, в Австрии, в Бельгии, всех в пятницу, ориентировочно в обед, выйти к российскому посольству. Нет русскому фашизму. Стоп политических убийств. Это убийство политически мотивированное. Убивают за слова. Свободы слова не существует ни в России, нигде в мире, куда может дотянуться рука русских фашистов. Плевать на все, говорит. Аслан, не боишься быть следующим? Конечно, я не боюсь. Если бы я боялся бы, я бы не занимался тем, что я занимаюсь. Я взрослый человек. Я вышел на это осознанно. И зная, против кого прекрасно я выступаю. Но также я знаю, за что я выступаю. Я выступаю против того, чтобы геноцид, совершенный над моим народом, остался замолченным остался. Я хочу, чтобы преступники были наказаны. И даже если меня не станет, то, что я уже говорю, уже есть ростки, и гражданское общество вновь чеченское формируется. И даже если не станет, есть эти видео на моем канале, и есть люди, которые продолжат это дело, именно блогерское. А так, до меня огромное количество людей занималось этим. Сейчас этим огромное количество людей, хоть вы их и не видите, занимается этим. И, конечно же, не имеет значения личности, имеет значение дело, которое мы, конечно же, победим. И враг будет разбит, зло будет наказано. Да, Борис Барзаев, если разговор ни о чем, свали с моего канала. Асасаса. Аслан, ассаламу алейкум. Какие таблетки они используют? Это специальные усыпляющие они достают в ФСБ? Или это можно и тут купить? Я не знаю. Экспертиза, патологоанатомическая экспертиза подтвердит, что было употреблено. Но я пока не располагаю такой информацией. Так, необходима посильная денежная помощь отправки тела домой Мансура Старого Имрана Алиева. Вот здесь есть у меня реквизиты, здесь под видео я тоже их оставлю, здесь в комментариях, вот Рубайте Митяева оставляет их, и на банковский счет жены Имрана Алиева, Марты Висаевой. Также там имеется телефон. Все, кто можете отправить и помочь этой семье, которая находится в очень плачевном, тяжелом состоянии. Так, Фриман, антипутинизм. У терроризма в Европе везде русский след. Согласен полностью. Александр Ковальчук. Слава Чечне свободной, слава Украине. Героям слава, Александр. Кинг Артист. Аслан, как ты думаешь, за оскорбление мать Рамзана или политическая деятельность? Это под видом за оскорбление. На самом деле это политическое убийство. И это политическое убийство будет продолжаться. Зелимхан Хангашвили уже 4 года находился, по моим данным, тут и не занимался никакими делами. Это было тоже политическое убийство, террористический акт по запугиванию
руководство Германии, в том числе Ангелы Меркель, за отказ ее вернуть Россию в G7, на которой настаивал Дональд Трамп. Также я считаю, что именно убийство Зелимхана Хангашвили было связано с тем, что, почему я считаю, что это является актом запугивания Ангелы Меркель, и не только ее, и нас всех. Это когда агенты вывели людей, абсолютно искренних людей, к зданию администрации Меркель. То же самое и здесь. Это заткнуть любого человека. Мансура Старого, Имрана Алиева убили для того, чтобы все боялись, говорить. Да? Они прекрасно понимают, что то, что мы говорим, мы их разоблачаем, и люди перестают бояться. И вы это видите. Вы давно уже начали, наверное, сами замечать, что люди перестали бояться. И нам не стоит никого бояться. Мы не совершаем никаких преступлений, мы не бандиты, мы не жулики, чтобы прятаться. И вот именно как акт устрашения было это сделано. И даже если можно посчитать, что это там какое-то оскорбление, я не могу понять, глава региона, как они его называют, да, целого региона России, из-за того, что кто-то в интернете, психически нездоровый человек, оскорбил кого-то, собирают группу, отправляют, да, и убивают человека. Это не может не быть политически мотивировано. Это абсолютно 100% политически мотивировано. Это террористический акт, акт террора, акт запугивания нас. У них ничего не получится. Нас запугать не получится. Подонки, мерзавцы. У этого человека осталось 8 детей сиротами, без отца. Вы просто мерзавцы, вы просто подонки, вы русские халуи. Мерзавцы. Так, давайте. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Влад Владов, не неси глупость вселенскую. Я русский, и нас самих уничтожают. Влад, скажите, пожалуйста, будь так любезен, а где вас уничтожают? Кто вас уничтожает? Вас бомбят? Вас пытают в концлагерях? Вас травят? Да? Может, все-таки не вас, а вы это делаете? Может, вы уничтожили 300 тысяч граждан моей страны? Может, вы уничтожили тысячи граждан Грузии, вот сейчас в последнюю войну и ранее? Может, вы уничтожили более 13-14 тысяч граждан Украины? Может, вы десятки тысяч, ваши люди, под русским флагом, под русский гимн, попами, освящая святой водицей,
идете на войну, может, это вы русский мир несете? Да, очень удобная позиция, когда убивают чеченцев массово, сказать мне это не касается. А вот когда обозвать всех русскими, вот тогда это касается. При всем при этом я приношу извинения тем русским, которые реально в этом не замешаны и не виновны, которые реально приложили силы. Понимаете? Для того, чтобы этого не случилось. Понимаете, если ваша страна от вашего имени, ваша армия, которая русская, русские офицеры, русская доблесть, на русском языке, с русскими паспортами, убивают других людей, а вы ничего не делаете. Вы понимаете, что бездействие, оно тоже преступно в некоторых случаях. И вот поэтому я говорю русские, не россияне. Хотя мне очень стыдно бывает перед некоторыми русскими, что я так говорю. Потому что я так не воспитан. Но вы всю свою историю, чеченский терроризм, чеченский бандитизм, чеченский... Что мы сделали вам, чтобы вы нас называли чеченскими террористами? Ничего. Мы хотели жить просто без вас, без вашей любви. Как без вашей братской любви хочет жить Украина. Что вы хотите от мира? Мусор Умаров, это убийство по подлости не имеет аналогов в современной истории Чеченской Республики Ичкерия. Абсолютно я могу с тобой согласиться, Мауса. Абсолютно. Этот подонок себя поставит наравне с этим Темишевым, который сдал братьев Гакаевых. Которых огромное количество подонков было. Вот среди этих подонков самый подонистый подонок. Понимаете? Отто Скорцезе, он про Кадырова не отвечает. Отто Скорцезе, ты наглый лжец. Ты абсолютный лжец. Я про Кадырова, про любого преступника всегда буду говорить и говорил. И на моем канале мегатонны просто этой информации. Ты наглый лжец, такой же, как твой Тузик. Исчезни с моего канала, надоели вы мне. Кадырову, скажи что-нибудь про Кадырова. Я должен по вашему велению что-то сказать, да, поругаться. О, хорошо, он поругался. Посмотри мои каналы и сделай выводы, о чем я говорю. Посмотри, что я делаю, а потом сможешь что-то говорить. Так, Монгол Азиат задонатил. Да, Саадоль, спасибо. Как думаешь, почему они прислали такого тупого киллера, который сделал так все грязно, засветившись на весь мир? Его самого-то не найдут мертвым. Я более чем уверен, что это одноразовый штатный киллер, которого, скорее всего, ликвидируют. Скорее всего. Абсолютно безграмотный, который вообще не понимал, где он находится. Да? Он был удивлен со всего, с автобусов, с дорог, которые есть в Бельгии. Этот человек очень тупой. Но есть хорошая новость. То, что этот киллер тупой, говорит о том, что у них не хватает кадров. И та вот эта напыщенная, вот эта их такая, их всесилие, напыщенность такая, понты ихние, это говорит о том, что это все блеф, как все, что они нам показывают по телевизору, придумывают, это все ерунда. Я думаю, его могут ликвидировать. Как, знаете, была попытка ликвидации одного здесь блогера ранее. И киллер был бы уничтожен после того, как он вернулся бы в Чечню. И именно из-за этого убийство сорвалось. Так что вот такие вот дела. Конечно, засветился очень туп, очень грязно, да. Это приводит нас, наталкивать на мысль, что люди, которые здесь получили статус беженца, которые проживают здесь, они людей убивать не хотят. Да, там есть люди с криминальностью, здесь есть
скорее всего, люди с криминальным прошлым. Здесь есть люди, которые с военным прошлым, но они не соглашаются совершать эти убийства по приказу Кадырова. Один раз, когда убили Умара и Исраилова в Вене, тогда были задействованы местные. Но опять же киллер приехал из России и успел скрыться. Те, кто помогали, конечно, были задержаны, получили большие сроки. Я без сомнения, конечно же, я уверен, вот этому киллеру помогали здесь местные. Это тоже, скорее всего, правда. И я абсолютно уверен, что они будут выявлены и наказаны. Также те, кто заказывал меня, а я всех знаю, кто меня заказывал. Я знаю тех, кто тут меня курировал, кто выяснял мои передвижения, где я проживаю, где я бываю. Также я знаю, кто заказывал непосредственно из оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. И никто из вас не уйдет от ответственности, вне зависимости, останусь я жив или нет. В материалах дела все имеется. Мерзавцы. Аслан, разрешите спросить, есть ли прогресс по заявлению чеченцев про геноцид в Гааге? Да, прогресс есть. Прогресс есть. Работа ведется, задействованы очень серьезные силы, очень на высоком уровне. Скажем так, в этом мире на самом высоком уровне это дело обсуждается и подготавливается. И я абсолютно убежден, что по геноциду над гражданами Чеченской Республики Ичкерия уголовное дело будет принято к производству без сомнения. Без сомнения. Или все эти международные институты перестанут существовать. Они не перестанут существовать. ГПУ Туркс. Аслан, зачитай им, пожалуйста. Они же кричат, что они титульная нация. Значит, и ответственность за весь беспредел в стране на них. Именно на русских. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Давид Попко, привет, Аслан, привет всем адекватным. Привет, Давид. Да, правильно вы сказали по поводу адекватных, да. Привет, адекватный. Пиратус Карибик. Аслан, все хорошо, но и надо над угрозой работать всем, кто против геноцида. Конечно, надо работать. Мы должны стать гражданским обществом. Мы должны действовать сообща. У нас есть все для этого. У нас есть огромное количество образованных, подтянутых, уже подросших наших молодых людей, молодых парней и девушек. У нас есть правительство,
У нас есть супер, просто супер опытные люди, которые прекрасно осведомлены. У нас есть службы, которые занимаются мониторингом и сбором необходимой информации. То есть специальные службы у нас тоже имеются. Нам надо просто очиститься от России и признать себя гражданами Ичкерии и работать на Ичкерию. И один Саид Амин не вытянет или будет вытягивать это очень долго. В конце концов, на Саида Амина мы тоже знаем, несколько покушений было. Саида Амина думали уже убили и закопали живым. И только благодаря его физическому здоровью и то, что Господь Бог не пожелал, чтобы он умер, он чудом выжил. И так будут убивать всех, кто будет говорить. И мы об этом знаем, нам об этом говорят. Я получаю из Чечни сообщения, я получаю информацию на постоянной основе, что есть такая-то система, такая-то система. Там-то выявляется, тут-то выявляется. Люди бегут из Чеченской республики Ичкерия, временно оккупированной. Очень много сотрудников бывших кадыровских, российских. Это никакие не кадыровские, это все российские сотрудники. Ладно, мне опять задонатил, опять это Тойзан. Ассаламу алейкум, Тойзан, Далса Адойль. Отто, наша проблема не Кадыров, это всего лишь пешка. Наша проблема Путин и русский народ. Мы имеем дело не с людьми, а с животными. Я абсолютно уверен, что вот животное не поступило бы так. Даже животное не вот прийти домой, есть, спать у него дома, тебя выхаживают, а потом ты берешь и убиваешь. Отца 8 детей, который абсолютно безобиден был Мансур. Абсолютно. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Джохар Дуда, хочу асум боиш на абу от 300 евро, соудух улхш дин. Амбистхульш бат асьер дини бош. Дин дол дикшайн дин аш перочи. Так, дюйцры луpa, о каких там, о чем-то вы говорите, я просто еще не в курсе, я пропустил, наверное. Так, Тор вернулся. Аслан, надо выявлять российских агентов в Европе и поставить их на место. С ними по-другому нельзя. Совершенно верно. Ну нам для этого нужно объединиться. Объединиться и работать. Вот предлагаешь, действуй. Извините, я немного простыл. Джим Керри, этот человек войдет в историю как самый подлый. Да, именно этот Усман Мамадиев войдет в историю как самый мерзкий и подлый человек, которого только носила земля. Очередное дно эти мерзавцы пробили. Очередное дно. Да, убийкам больше. Да, убийкам больше. Убью на душу. Макира ночи док на душу. Йоусаш. Шуя юшун йоусаш. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Кодер 1985. Украина выстоит? Конечно, выстоит, абсолютно. Так, смотрите, вот сейчас нас смотрит 1300, больше 1300 человек. И мы должны понять, что мы
В пятницу выходим на митинг перед российским посольством. Мы каждый должны к этому приложить какие-то усилия. Если мы не приложим к этому усилия, наши права никто за нас защищать не будет. Мы должны прекратить, потребовать прекратить убийства чеченцев, политические убийства чеченцев в Европе. И не только в Европе, во всем мире. В Турции убивают в Чечении. Мы должны обязательно выйти. Так. Мусор Умаров. Аслан, не допускаешь ли ты мысль о том, что первоочередная цель была Минкаэль? Я считаю, что блогеры им мешают. Кто из них был первоочередная, там, неважно, убить любого достаточно. Ну, конечно, сейчас следующий будет и Минкаэль. Валентин Андреенко. Спасибо, Аслан, за твою работу и твердую позицию честного человека. Спасибо, Валентин. Руслан Серебряный. Аслан, нам нужен дрон. Конечно, нам обязательно нужно обратиться к Америке, чтобы Соединенные Штаты Америки, как супердержава, положила конец фашистскому террористическому режиму в России. И я призываю, уже неоднократно призывал, в срочном порядке отправить дрон, который совершит акт справедливости по отношению к фашистской России, и наподобие Касыма Сулеймани путинская банда будет обезглавлена. И после этого Россия должна перестать существовать. Должен быть осужден ФСБ, КГБ, НКВД. Вот этот режим осужден, обозначен как преступный и навеки заклеймен как античеловечный и антигуманный. До этого весь мир будет от этого страдать. Весь мир. Нам срочно нужен дрон. Призываю Соединенные Штаты Америки спасти чеченцев, спасти чеченский народ, спасти российский народ в том числе, который скоро Путин массово начнет убивать. Массово. И русские тогда поймут, что бездействие не только преступно, но оно и опасно для самого себя. Будут вот еще несколько месяцев и начнут массово убивать русских, которые будут сопротивляться. Джонни Денкинс. Allah de olvoy Mansur. Амин. Амин. De olvoyle. Пилите гири. Дрон вы загубите, Аслан. Первый, кто это сделает, некоторые твои модеры. Нет, моим модерам дрон, это военный дрон, который моим модерам никак не достанется. Я призываю Соединенные Штаты Америки поставить на место вот в этой исторической парадигме, наконец-то положить конец этой фашистской
КГБшной системе раз и навсегда. И распустить эту фашистскую Россию, чтобы все народы, проживающие там, наконец-то получили долгожданную свободу. Кто хочет. Кто не хочет, пожалуйста, могут остаться новой, свободной, демократической России, быть частью ее. А кто не хочет, те должны выйти. Как, например, мы и, там, например, татары. Поэтому я не призываю. Мы и будем, чеченцы будут использовать ненасильственные методы. Они очень эффективны. И мы будем прибегать к ним. Есть международное право, в соответствии с которым мы будем действовать. Хватит. У нас появилась новая тактика. Мы будем придерживаться ее. Так, reality French English. Машуэль Аслан. Тхандеда сцарях горгмашц. Альбиенц эцайокка. Покажи видео, когда я тебя отправил в последний раз. Пускай предатели будут знать, что их ждет. Маршал Хиль, Reality French English. Кстати говоря, это наш канал. Подписывайтесь на канал Reality French English. Это наш канал, который на английском и французском языке предоставляет контент. Я это видео сейчас не буду показывать, но я его как-нибудь выставлю обязательно в своем стриме. Роман Хедик, Асан, какой вы видите Чечню при смене власти? Я Чечню вижу только свободной, деоккупированной. Другой Чеченской республики Ичкерии в природе не существует. Все это остальное это искусственно создано русскими террористами образования. Так, кстати говоря, по тому, что происходит в мире, я бы хотел вам показать одно видео. Сегодня мы уже знаем, что американцы очень серьезно взялись, наконец-то, да, не прошло, как говорится, очень серьезно взялись за террористов КГБшных. Россия в лице террориста Путина всячески пытается препятствовать этому, закабалить соседние страны, шантажирует их, грабит, убивает и так далее. И прекрасно Путин понимает, что его конец уже обратный отчет времени уже пошел. И самый надежный, верный союзник России, Путина, батька Лукашенко, президент Лукашенко, президент Украины, встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Помпео. И после этого Помпео побывал еще в Казахстане. И вот я вам сейчас хочу показать новости Евроньюз, чтобы вы знали, как происходят события, как со всех сторон обкладывают путинский режим. И вчерашние друзья поняли, что лучшие друзья фашистского режима поняли, что все-таки им лучше иметь дело с американцами. И Лукашенко уж точно, и другие тоже потихоньку начинают понимать, что поддержка этого режима завтра коснется, аукнется и им. Все, даже самые надежные, казалось бы, самые надежные товарищи террориста Путина начинают потихоньку от него избавляться. Давайте сейчас я вам покажу новость, и потом мы перейдем дальше к нашим новостям. Вашингтон призывает Нур-Султан с осторожностью относиться к растущему влиянию Китая в регионе. В ходе визита в Казахстан госсекретарь США Майк Помпео также встретился с родственниками этнических казахов, исповедующих ислам, которые власти Китая в провинции Синьцзянь отправили в так называемые лагеря перевоспитания, где содержатся уйгуры и представители других мусульманских меньшинств.
Помпео выразил уверенность, что казахстанцам нужно сотрудничать с американским бизнесом. Мы обсудили новую стратегию США по Центральной Азии, в рамках которой независимость и процветание вашего государства лежит в основе нашего подхода. Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения. Но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат. В субботу Помпео провел переговоры в Минске с белорусским президентом Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем. Нет, у нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу, в воскресенье, а президент работает. Помпео заявил о готовности на 100% обеспечивать Беларусь нефтью. Он также посетил Минский парк высоких технологий. Около 280 компаний здесь выполняют заказы для американских предприятий. В прошлом году сумма контрактов составила около $1 миллиарда. В воскресенье вечером госсекретарь США. Вот, это хорошие новости, которая развивается и идет вот семимильными шагами к уничтожению путинского преступного режима. Нет сомнения, конечно, что конец этих фашистов близок. Кстати говоря, я бы хотел бы вам показать вот этого мерзавца, убийцу Имрана Алиева, Мамадиева Усмана Султановича. Это вот этот человек совершил подлое, жесточайшее убийство. Если он думает, что заработав несколько миллионов рублей, он обеспечит себя и будет там как-то обезопасен, он глубоко ошибается. Он стал халифом на час. Он стал халифом на час. Так, давайте перейдем к вашим вопросам, и потом я вам еще немного расскажу новостей других. Так, я хотел бы еще показать новостной выпуск 3 февраля 2000 года, то есть 20-летней давности. И у нас времени остается немного, новостной выпуск очень длинный. Я бы хотел бы немного потом перейти и обсудить это. Так, давайте сейчас перейдем к вашим, немного отвечу на ваши вопросы и потом поговорим. Енья Асан, вы знаете сайт «Украинский миротворец». Не хотят ли чеченцы сделать по этому аналогу «Чеченский миротворец» и там перечислить всех убийц, чтобы осталась эта информация? Я бы хотел бы связаться с руководителем миротворца и обсудить. По-моему, его фамилия Заяц, он сотрудник украинских, или бывший сотрудник украинских спецслужб, вроде бывших не бывает, но я бы с удовольствием пообщался на эту тему. Конечно, информация у нас уже собрана, ее пока нет на сайте, эта информация, она пока публично недоступна, конечно, информация собирается, в огромном количестве уже собрана и каждый день собирается. Ну и, конечно же, мы об этом думаем. Так. Сенатора Аслан, когда повесим Путина? Суд когда? Сенатор, это очень хороший вопрос. Вешать мы его не будем. Смертная казнь через повешение уже в Нидерландах и в Европе уже не проводится. Давно. Гильотины тоже уже нет, не используется. Тут смертная казнь вообще она как бы не камильфо. И это хорошо. И меня очень это радует на самом деле. Убийство человека ни в коем случае нельзя приветствовать. Единственное,
что бы я бы говорил раньше, сейчас скажу, смертную казнь, вот как-то можно допускать, да, если это, конечно, 100% доказанный факт, за коррупцию, да, за обворовывание инвалидов, пенсионеров, ворование бюджетных денег. То, что делается в Китае. Конечно, это очень жестоко и очень сложно поверить, но как остановить эту коррупцию, я просто не представляю. И я за то, чтобы, конечно, Путина судили. И я был бы не против, чтобы его судили в городе Джохаре. Ну, согласен и на Гаагу. А так, пока не знаю, когда суд. Но если мы будем ничего не делать, то он будет не скоро. Поэтому нужно работать. Так. Так, давайте посмотрим. Ене, у нас кто на миротворцы не могут не заехать в Украину. Кое-кого мы подали в Интерпол, что они из России не могут выехать никуда. Это очень правильно вы делаете, на самом деле. Вам есть многому поучиться, чему у нас. У нас есть многому, чему поучиться у вас. И это очень хорошо, конечно. Конечно. Борис Барзаев, я тебя вообще заблокирую, потому что я тебя знать не знаю, кроме того, что ты ездил в Чечню и там с этими коллаборантами тусовался. Поэтому я тебя знать не знаю и знать не желаю. Поэтому ты забанен. Я не знаю, о каких видео совместно, отделал совместное видео, какие 300 евро. Что ты говоришь, я не знаю. И надеюсь, не узнаю никогда. Так, Руслан Серебряный. Аслан, как ты думаешь, откуда в Путине столько злости? От дьявола. От дьявола, я думаю. Это просто бешеная собака. Даже собак нельзя, даже бешеных сравнивать с этим человеком. Башир Ханиев. Не видно фото убийцы. Покажите еще раз, пожалуйста. Оно есть в интернете, можете забить его имя, там можете посмотреть. И можете у меня тут же и посмотреть, чуть-чуть перемотав назад. Тимур, ассалам алейкум, Аслан. Маш Ойтиль, Америки Лашк обратиться Цадина Дини как Европарламенту, представитель Ичкерии. Помогать против оккупации Ичкерии и против России. Алейкум салам. Я не знаю, я не обращался, вот я обращаюсь только вот со своего канала. Больше я не знаю, кто обращался к американцам. Кто-то может и обращаться. Так, я опять перемотал, извините. Нет, Путина после Гааги сначала Украину. Просьба на денек другой. А там что останется, отдадим Чечню. Вы хотите теперь, чтобы у нас украинско-чеченская война началась? Так, пойдемте дальше. Чеченский след. Аслан, о Полине Жеребцовой что можешь сказать? Полина Жеребцова, гражданка нашей страны, которая прожила под бомбежками и живет где-то в Европе. Где-то в Европе. И, ну, не знаю, что сказать. Обычная наша
женщина, девушка. Она русская по национальности, но по внешнему виду и по манере говорить она ничем от нас не отличается. И даже если бы отличалась, ничего страшного. Могу сказать, что пишет она неплохо, и она молодец. Так, пойдемте дальше к вашим вопросам. Так, Рувайте Астан Пюти Хечеш Эрхис. Знаешь, для этого у нас есть модеры, они должны выявлять. А так всех, конечно, подряд не надо. Так, давайте отвечу на ваши вопросы. Йото-мото, нах ячу все, кто работает на Путина и Дырова, дальше яматло шех, йогитила шныри. На Путина, на Кадырова, на ГРУ и на любую русскую разведку. Вообще, кто работает на Россию в это время, когда мы пережили геноцид и наша страна оккупирована. От массерна авнегадон. Массерна. Кира догдоч на дукшу раскшанти болбекшу дала. Кира шугума дацк. Не догдулча дальшим зучу путк дуэльна треду. Так. Так, Соломон Кейн, давай я тебя тогда тоже на время исключу, чтобы ты не пользовался. Про земли не обсуждаем. Мы не обсуждаем. У чеченцев и ингушей земля находится под оккупацией русских. Поэтому мы ее сейчас не обсуждаем. ГПУ Туркс. У войнах в крови течет тяга к свободе. Не можем мы быть прихвостнями России. Физиологически не можем. Наш путь только свобода. Да, вола. Борз Аух. Кто, думаешь, дал задание убить Старого? Непосредственно кто, я не знаю. Точно так же это Зелимхана Хангашвили. Зелимхана Хангашвили убили по приказу русского, российского чиновника. Тоже самое, офицера, там, кто у них там. Точно так же с Мансуром Старым. То же самое. Мансура заказали российские. Может, как сразу закинута информация против своего врага, да, этих ямадаевских врага Демельхановым, что типа он. Мы не знаем. Мы не знаем. Это все. Ну, это не имеет значения, кто это заказал. Это сделала Россия. Рубайте Мицаев, меня Аллах, чтобы агенты ГРУ сгорели в могиле. Вместе с агентами ФСБ вырубайте. Так. Так, господа хорошие. Так, Reality French English. Какие
каким мерзким существом надо быть, чтобы убивать своего за русские копейки? Эти деньги вас от мучения в могиле не спасут. Ни в могиле не спасут, ни в этой жизни не спасут. Если там думает, там 3 миллиона или сколько-то там денег заплатили ему за убийство Мансура Старого, он думает, что это какие деньги? 3 миллиона это вообще не деньги. Але убьет на душу. Убьет на душу. Но он эти деньги принесет домой, он этими деньгами там побалует маму, там здесь есть семья, жену, детей, да, нормально. Да, нормально, нормально. Класс, Дакуни. Аслан, надеюсь, с китайцами не контактировал? Нет. Ох, Аслан, коронавирус? Не знаю. Ну, похоже, нет. Похоже, просто грипп. Да, это грипп Хэттерсон. Так, давайте, господа, Антон Вильспет, Вицарю Бовчич, не Россия. Да, Вицарю. Дигда, ой. Барбери, да, Вивин. Отца 8 детей убить и прийти домой и баловаться, играть со своим сыном там или ребенком будет. Как вы вообще живете на этой земле? Как вас вообще носит эта земля? Какие же вы мерзавцы. Вот так подло. Ну, убейте по-мужски, если там делаете, выйдете, там, застрелите в конце концов. Ну что же вы как суки конченые себя ведете? Мрази. Нахьется уж. Так, давайте посмотрим, мне тут огонь какой-то пишет, АД. Ассаламу алейкум, Асан, если допустить, что Кадыров убрал Старого из-за оскорбления его матери, то почему они не убили его раньше? Это видео про его мать лежат в сети уже 3 года. Ва алейкум салам. Это, мне кажется, все, конечно же, отводящий такой вариант. Смотрите, неважно, я не оскорблял мать Кадырова. Минкайл Мализаев не оскорблял мать Кадырова. Убивают не за оскорбление, убивают за смелость говорить открыто. Да? Убивают. Причем, даже если этот человек там не приносит такой практической пользы, да, на первый взгляд кажется, да, ну оскорбляет кто-то, да, там, ну говорит что-то, там, выявляет что-то. Нет, убивают не поэтому, убивают, чтобы вообще мы боялись говорить, понимаете? Мы боимся, вы же сами видите, в каком состоянии. Убивают дома родственников, здесь нас здесь пытаются запугать. Вот сейчас посмотрим, сколько нас выйдет на митинг перед российским посольством. Посмотрим, какие чеченцы, которые здесь живут, и как они готовы бороться за свои права. В пятницу, в обед, да, надо выйти на митинг и заявить, каждый в своей стране, хоть один человек должен выйти и заявить. В Норвегии, Франции, в Вене, в Австрии, в Германии, в Бельгии, везде мы должны заявить. Мы должны отстаивать свои права, мы должны преступников называть преступниками. И преступников мы должны привлечь к ответственности, что мы должны обязательно сделать. Так.
Так, давайте сейчас от этой нашей основной темы осталось 10 минут. Я бы хотел бы, или задавайте вопросы какие-нибудь, чтобы можно было отвечать. Так, подождите, вот, человек наконец-то, а то обсуждает что угодно, только не митинг, который мы должны провести все перед российским посольством. Все. И назвать, что в этом бандпритоне сидят преступники, которые убивают людей, которые проводят террористические акты. Мы должны об этом открыто и четко заговорить. Ибн Абу говорит, в пятницу в обед Рузба может в 15:00, да, или в 15, или в 14 я планирую, я сделаю. У нас, каждый у себя может там, вне зависимости, кто-то может до Рузбы это сделать там, но это можно в 11-12 провести, можно в 15 провести. Буквально на час выйти и заявить позицию об этом. Я у себя на канале обязательно все это вывешу. Какие мы будем, да, один у нас единый лозунг должен быть по этому поводу. Каждый должен, вы хотите, закрывайте лицо, вы можете не показывать себя как-то, да, кто там сторонится. Кстати, Польша, у нас в Польше тоже есть люди, которые этим занимаются, тоже должны выйти. Каждый должен на своих местах выйти. 1, 2, 5, 10, 100 человек. Все выходим с плакатом «Стоп русский терроризм». Стоп русский терроризм. Отдельно и все я напишу, составлю и у себя на канале выложу. Можно будет сделать скриншот и уже распространять. И по WhatsApp я тоже это все буду распространять. Так, Рубати ругается опять. Ругаться, модель Рубати, отел. صحة контролировать сюкхун влияние ёшбов сюкум ждётся das должна что ос deutsch дорогие бог ждётся das должна стоп русский терроризм, стоп русский фашизм, стоп русский терроризм. Вот должен быть у нас какой. Стоп Russian терроризм. Ичкерия Лайв пишет. Рубати говорит, ага, мне Дудаев не смог бы ничего либо запретить. Им звономай, Рубати. А вот был Карнах. Ему отта, что я мог тебе что-то. Так, Башир Ханиев. Салам алейкум, Аслан. Вопрос, неужели в войнах и никогда мира не будет? Друг против друга война и боль в душе. Будет. Как только фашистская Россия будет уничтожена, мы построим свое свободное государство. И будет у нас мир. Так, Адам Грузинский. Аслан, призови истинных чеченцев на митинг. Хватит бояться. Я призываю всех в пятницу, 7 февраля, выйти к российским бандпритонам под кодовым названием посольства. Выйти и заявить четко и однозначно, что русский террор должен быть остановлен. Стоп русский терроризм. Стоп русский террор. Ночью Аслан Цхабов, блогер Эрдоган для евреев митинга. Да, царям дух дьютер. То есть, есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает. Не все, конечно, то есть, но, конечно, правда в твоих словах присутствует, конечно. Так, короче говоря, новости я вам рассказать не успеваю, 5 минут. Я хотел вам рассказать новости, которые были
3 февраля 2000 года. Ну вот, к сожалению, не успеваем. Так. Михаил Михайлов. Российская Федерация равно терроризм. РПЦ равно ИГИЛ-2. Наверное, Михаил Михайлов, даже РПЦ ИГИЛ-1, а ИГИЛ это ИГИЛ-2. Или РПЦ-2. Наверное, так. Что рассказать, Адам Грузинский? Так, время у нас есть, господа. Мы готовимся к митингу, который должен быть в каждой стране. Пожалуйста, под этим видео, если вы уже готовы, я призываю всех представителей нашего правительства за рубежом, которые находятся в Европе. Я призываю своих друзей, своих подписчиков, своих знакомых, украинцев, грузин, ингушей, кто у нас, ну, всех русских, кто против того, да, где вы можете прийти и заявить: нет, это не русский терроризм, это путинский и российский терроризм, а русский я, и я стою вместе с вами. Вот так, если вы готовы заявить. Во всех странах я призываю, я обращаюсь ко всем, я отдельно сделаю обращение еще по этому поводу. Я имею в виду по информации, где мы будем в Германии проводить. Призываю всех не оставаться равнодушными, бороться за свои права. Только сообща, только вместе мы сможем защитить себя и свои права. Давайте вместе бороться за свои права. Как найти? Что значит не успевать? Не успевать. Давай говори новости. Нет, я имел в виду новости, которые были 3 февраля 2000 года. Это очень долгий, там около 25 минут будет этот новостной режим. Я возьму за практику и буду каждый свой стрим-выпуск рассказывать вот про эти новости, которые были в 2000 году. Слава Богу, есть один очень хороший канал. Этот канал называется История ЧРИ. Кстати, советую подписаться, я на него подписан. И будет очень много полезного контента на ней. И он выставляет новости. Это просто очень необходимо. Очень полезное дело делать. Где происходит, где шоу, где что. Так, Руслан Серебряный. Аслан, Шаманова тоже в Гаагу. Не только Шаманова. У нас большой список. Не только Шаманова. Так. Так, еще я хотел бы сообщить про канал Адама Грузинского. Адам, пожалуйста, кинь сюда ссылку и потом кинь его под этим видео. Подписывайтесь все на канал Адама Грузинского. Это наш канал, наш контент он туда заливает, очень хороший, начинающий канал. Всех прошу подписаться. Вот тут он есть, Адам Грузинский. Адам Грузинский, ты сразу можешь закинуть сюда ссылку на свой канал. И и все, кто желает, может подписаться. Потом, Адам, ты можешь еще под этим видео оставить сообщение со ссылкой на свой канал. Или это я даже сам сделаю. И я его закреплю наверху, чтобы люди могли подписаться. В принципе, на этом все. Я желаю всего самого хорошего. И я очень надеюсь на то, что мы вместе сможем дать отпор
врагам человечества, человечности, гуманности. Всего самого хорошего. Ассалам алейкум. Адикёль, бюсне алейкум. Спокойной ночи.